Юрган продолжает рассказывать о педагогах, которые в этом году представили наш регион на первом Всероссийском форуме классных руководителей в Москве. Напомним, событие федерального масштаба состоялось минувшей осенью. Участники повышали свою квалификацию и разрабатывали стратегии по улучшению работы класс-руков по всей стране. Одна из таких – Нина Евсеева, учитель русского языка и литературы в Сосногорской школе номер 3. Подробнее о ее профессиональной жизни Евгения Кладкевич. Чтобы учить кого-то, надо учиться самому. С таким настроем Нина Евсеева, учитель русского языка и литературы, работает вот уже 24 года. Жадно поглощать знания и всегда идти в ногу со временем. Только так можно стать не просто учителем, а соратником для своих подопечных. Она не могла найти работу. Что было такое, Саша? А ведь все могло сложиться иначе. Будучи выпускницей школы, Нина Николаевна мечтала стать медиком и уже вовсю готовилась к поступлению в вуз. Но судьба распорядилась иначе. Документы юной абитуриентки принял Сыктывкарский педагогический колледж. Сейчас Нина Евсеева об этом вспоминает с улыбкой, ведь педагогика стала любимым делом всей ее жизни. У нас были прекрасные преподаватели. Валентина Александровна Турьева, она у нас вела педагогику. Она нам дала такое наставление. В школу вы должны идти, девочки, на каблуках, в костюме, с красивой сумкой. Я прекрасно помню, как я собиралась в свой первый день. Мне дали первый класс, у меня было 12 деток. И начала работать вот в таком воодушевленном состоянии. У меня были хорошие наставники, мои коллеги, уже стажисты, учителя-стажисты. И первый день очень хорошо помню. В Сосногорской школе Нина Евсеева работает уже 19 лет. До этого трудилась в деревне Сёле Пудорского района. Воодушевление как в первый день работы с женщиной и сегодня. Особенно заряжает классное руководство. Сейчас ее подопечные – 11-классники. Учитель в равной степени переживает за судьбу каждого выпускника. Впереди ЕГЭ – русский язык, что преподает Нина Николаевна, по традиции один из обязательных предметов. И поэтому главное внимание в работе сейчас – подготовка ребят к успешной сдаче экзамена. Если говорить про уроки Нины Николаевны, то тут всегда нужно быть собранным и готовым к работе, потому что если ты себя плохо чувствуешь, если ты не прочитал произведение буквально по литературе, то ты засядешь так, что потом тебе придется это все отрабатывать. Нина Николаевна, она человек серьезный во время уроков, но после уроков с ней можно поговорить как просто с человеком, а не как с учителем. Она, помимо того, что является твоим преподавателем, она также твой друг. За 24 года учительской работы Нина Евсеева взяла, кажется, все возможные профессиональные награды. Так, еще недавно, в 2019-м, педагог одержала победу на республиканском конкурсе «Классный-классный». В 2021-м заняла первое место на республиканском этапе конкурса «Учитель года России», благодаря чему отправилась на всероссийский этап. В число лауреатов не вошла, но с ее слов не расстроилась. Принять участие в таком событии, уж тем более представить регион – уже огромное достижение. Сразу после конкурса все участники, к слову, отправились в столицу Коми. Здесь в числе 1000 лучших педагогов страны Нина Евсеева участвовала в первом Всероссийском форуме классных руководителей. Нина Николаевна у нас, конечно, сотрудник очень такой яркая личность. С ней легко взаимодействовать, она помогает всем, наставляет нас. Не только детям помогает в школьных знаниях, да, но и учителям помогает, и в трудовой деятельности. К ней обращаемся за многими вопросами. Она является наставником как для молодых специалистов, так и для учителей, уже работающих, уже имеющих стаж. А еще всегда готова прийти на помощь, будь то организация школьных мероприятий или взятие дополнительных уроков в помощь коллегам. Как педагог-организатор Нина Николаевна старается проявить себя и в классной работе. Походы с учениками на природу, чаепитие и просто посиделки за разговором по душам. Таких активностей в связи с ковидом стало меньше, но дружеская атмосфера с учениками сохраняется, ведь главный посыл в ее работе – быть для подрастающего поколения не только учителем, а прежде всего другом и соратником. Евгения Кладкевич, Андрей Калиничев. Евгений Юрин, Сосногорск.